начинаем видеоконференц-связь с прокурором города Якутска Денисюк Владиславом Владимировичем. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер всем присутствующим. Очень рад вас видеть. Владимир Владимирович, наверное, мы начнем здесь общие вопросы. На сегодняшний день, какова работа прокуратуры, да, наиболее такие, наверное, лучше сказать успехи, может, а может не успехи, и какие все-таки жалобы от наших горожан приходят в большинстве своем? Да, ну с начала года 2020-го, то есть на сегодняшний момент прокуратурой города в сфере надзора за исполнением федерального законодательства уже выявлено порядка 5000 нарушений. Принято более 2000 мер прокурорского реагирования в целях устранения этих нарушений. Конечно, сказать, что что-то значимое, что-то незначимое, это нельзя. То есть для меня все нарушения, которые мы устраняем путем принятия мер прокурорского реагирования, они для меня все являются значимыми. То есть мы нацелены на то, чтобы реально восстанавливать права граждан, реально устранять нарушения, и это наша главная задача. Если говорить о реальных каких-то восстановлении прав граждан, могу, например, сказать о том, что с начала года в результате принятых мер прокурорского реагирования, прокурорского вмешательства погашена невыплаченная заработная плата на сумму более 40 миллионов рублей. То есть это, я считаю, что это значимая сумма. То есть люди в свое время получили свою заработную плату. То есть если говорить опять же об этих же цифрах, например, мы приняли достаточно много мер реагирования по защите прав предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть благодаря нашему вмешательству, например, на 1 июля 2020 года, то есть за первое полугодие, задолженность как государственных органов, которые находятся на территории города, так и органов местного самоуправления перед субъектами малого и среднего предпринимательства не было задолженности. Все выплаты по муниципальным и государственным контрактам были произведены. То есть в том числе, которые были сперва несвоевременно это сделано. То есть эти суммы, то есть благодаря нашему вмешательству были погашены, они также измеряются десятками миллионов рублей. То есть это одни из таких задач. Ну, вторая, то есть она всех волнует, это все-таки санитарно-эпидемиологическая обстановка. С учетом новой коронавирусной инфекции, то есть мы уделяли данному направлению очень большое внимание, и сейчас уделяем большое внимание. То есть, да, благодаря в том числе мерам прокурорского реагирования наши сотрудники полиции, административная комиссия увеличила административную практику, в том числе в отношении граждан. Но благодаря принятым нам мерам, то есть мы прекращали незаконную деятельность, которая создавала угрозу возникновения коронавирусной инфекции. По нашим материалам проверки в отношении нерадивых руководителей возбуждались уголовные дела за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которые повлекли за собой массовое распространение коронавирусной инфекции. И с учетом того, что большого количества выявленных нарушений, то есть это мы можем говорить еще не один час, то есть о тех моментах положительных, но вся наша работа построена на то, это самая главная наша задача, наша работа построена на то, чтобы защищать граждан нашего города. Я хотел бы представить журналистов, которые участвуют в нашей пресс-конференции. Это Аламжи Будаев, который представляет парламентскую газету «Лтумена», и Елена Тихонова. Ну, по техническим, Елена Тихонова, это у нас телеграм-канал. Интернет-газета, да. Интернет-газета там. И подключится еще журналисты, просто, видимо, технически есть определенные трудности у многих. Все-таки, Аламжи, я знаю, что у тебя там много вопросов. Коли вот речь зашла о коронавирусной инфекции, да, я вот хотел бы спросить, вот, а сколько человек или компаний, да, вот, за весь период, вот, с начала, вот, как все это началось, были подвергнуты административным, либо иным санкциям за нарушение карантина, режима самоизоляции
и распространение в интернете и СМИ фейков, связанных с коронавирусной инфекцией. Скажу о том, что, чтобы понимали тоже, да, о том, что, например, в основном работа по привлечению лиц за нарушение масочного режима, за соблюдение гражданами, именно соблюдение этих санитарных норм, это в основном работа органов полиции. То есть органы прокуратуры надзор за гражданами не осуществляют. Мы в основном проводили проверки, если брать непосредственно прокуратуру города, мы проводили проверки как в отношении должностных лиц, да, например, это как проводили проверки в отношении окружной администрации, мы проводили проверки по всем фактам публикации в средствах массовой информации о массовых скоплениях, как это было, например, в школы, это были детские садики, это были учреждения здравоохранения, это были различные в торговых центрах. Эти проверки непосредственно по результату, то есть по тем публикациям, которые были в СМИ, то есть проводили проверки мы. Что вот именно прокуратурой города, то есть по нашим постановлениям, по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях привлечено к административной ответственности более 25 лиц. Если говорим про полицию, то есть за нарушение масочного режима и так далее, то эти цифры, они тысячи. То есть к административной ответственности более 2000 граждан привлечено. Но сначала, то есть введение режима ограничений, то есть сперва у нас окружная администрация не осуществляла вообще какую-либо административную деятельность. То есть в результате мы вносили представление главе города, то есть она внесла соответствующие изменения в свои должностные регламенты, и в настоящий момент административная комиссия и должностное лицо, как мы сейчас видим, публикуются в средствах массовой информации, они сейчас систематически также проводят проверки, составляют административные протоколы, и то есть точное количество, насколько помню, сейчас уже более 600 ими составлено. В том числе, да, вы правильно заметили о том, что появилась у нас такая статья, то есть административная ответственность за распространение заведомо недостоверной информации, социально значимой, да. Данная статья, то есть является правоприменением, осуществляется с сотрудниками полиции, и с начала года, то есть с момента возникновения, за распространение недостоверной информации, то есть в прокуратуру города поступило 3 уведомления с органов полиции о возбуждении дела об административном правонарушении в этом направлении. То есть получается, у нас коронавирус начался в апреле, март-апрель, и в мае только окружная администрация, так скажем, приняла регламент, да? То есть она практически бездействовала. Вот вопрос, а есть ли какая-то статья бездействия должностных лиц? То есть в данном случае все нарушение окружной администрации заключалось в том, просто не были внесены соответствующие изменения в должностные регламенты. То есть административная либо уголовная ответственность за это не предусмотрена. То есть это фактически, как можно сказать, то есть одно из должностных лиц окружной администрации просто не в полном объеме и правильно проанализировало внесенные изменения действующего законодательства. То есть, это лицо после этого привлечено к ответственности. Но это именно трудовые отношения, то есть это дисциплинарная ответственность, не какая-то административная либо уголовная. Владислав Владимирович, первый вопрос, который хотели задать, да, интернет-газета в Якутии.ру для своих читателей. В целом, каковы предварительные итоги анализа состояния преступности в городе Якутске по итогам, наверное, если можно, уже 9 месяцев, а если нет, пока еще, то 8 месяцев, да. И хотелось бы узнать, по каким видам уголовных преступлений идет рост, а по каким может быть снижение, да, и причины, да, вот этого спада или роста. Вот хотелось бы узнать причины подобной динамики. Спасибо. Спасибо за вопрос. То есть с начала года наблюдается положительная динамика, с самого начала года наблюдается положительная динамика снижения преступности на территории города Якутска. То есть регистрируется по всем отделам полиции города Якутска значительно меньше сообщений о преступлений, совершаемых.
То есть мы проводили проверки, можем говорить о том, что это цифры достоверные, потому что то есть, наши комплексные проверки то есть, не показывали, не находили того, что какие-то преступления укрываются, либо скрываются сотрудниками полиции. То есть это цифры достоверные, это не может не радовать, но есть ряд, конечно же, направлений по уголовным делам, которые у нас наблюдается рост, но это объективно. То есть первое преступление, которое у нас уже второй год растет без остановки, это преступление в сфере IT-технологий. То есть так называемые мобильные мошенничества. Это статья 159 мошенничество. То есть все преступления, которые совершаются с использованием сети интернет. Они вызывают наибольшее у нас волнение. То есть мы проводили координационное совещание по этому вопросу, то есть пытались организовать работу правоохранительных органов по борьбе с этим видом преступления. Органы полиции значительно увеличено вопросы профилактики, то есть уже распространено более 1000 информационных материалов. То есть они постоянно проводят, в том числе профилактические работы в средствах массовой информации, баннеры вывешивают, проводят программы. То есть сейчас этой работе уделяется очень большое внимание, в том числе прокуратуры города. То есть мы тоже в рамках правового просвещения пытались разъяснять жителям города, то есть публиковали как на сайте прокуратуры республики, на сайте окружной администрации, в средствах массовой информации, не так давно в печатных изданиях, именно чтобы люди не верили тому, что вот, когда им звонят и говорят о том, что у них там деньги сняли или еще что-то. Это вот самая большая проблема. По всем остальным направлениям, ну, у нас роста какого-либо, на который можно обратить внимание, да, который может дать какое-то влияние, состояние законности, у нас нет, кроме вот этих преступлений. Продолжая этот вопрос, хотелось бы сразу задать, а как дела, у нас дела обстоят на борьбе с коррупцией, так скажем? С начала года, то есть в производстве правоохранительных органов города Якутска, в производстве находилось 7 уголовных дел коррупционной направленности. На сегодняшний момент окончено производством и направлено в суд 6 уголовных дел. Из этих 7. То есть все уголовные дела, у нас по всем уголовным делам в настоящий момент уже состоялись приговора. Все приговора обвинительные. То есть, ну, оставшееся одно дело, оно тоже в ближайшее время будет направлено в суд. В основном, хоть уголовные дела коррупционной направленности являются одним из самых сложными по своей структуре по доказыванию, то есть с момента возбуждения уголовных дел такой направленности мы всегда сразу же данное дело, уголовные дела берем на контроль и фактически в постоянном режиме контролируем ход и расследование этих уголовных дел. Поэтому фактически у нас 100% раскрываемость, то есть раскрытие этих преступлений, если дело возбуждено, оно в любом случае будет окончено и направлено в суд. Сразу какой-то пример привести, может быть. Не так давно осужден иностранный гражданин, задачу взятки должностному лицу, то есть это один из руководителей рынка на Лермонтова, да, то есть он пытался купить себе место, хорошее место, то есть это было задокументировано, он как бы, это все, он направлен в суд, быстро дело закончено, менее чем за 2 месяца, и состоялся приговор вот буквально не так давно. По нему он осужден, но он осужден в виде штрафа, не к реальному лишению свободы, потому что вину он признал, раскаялся в содеянном, принял все меры, то есть оказал полное содействие в раскрытии преступления. Еще такой пример был, да, тоже, наверное, слышали, как один из руководителей столичных агентств недвижимости присылал денежные средства гражданам. То есть, ну там, да, там реальный срок. Мы фактически, то есть, когда уголовные дела коррупционной направленности рассматриваются судом, мы во всех случаях всегда публикуем информацию в средствах массовой информации. Раз мы заговорили о таких делах, а как бы, ну, с точки моей зрения, да, вот это дело попадает еще и обманутые дольщики, в принципе. Правоохранительных органов находилось достаточно большое количество уголовных дел в отношении нерадивых руководителей этих предприятий, ТСЖ, там, всяких коммерческих
кооперативов и так далее, они находились достаточно длительный период времени. То есть фактически мы сами изучили все уголовные дела в начале года, еще в прошлом году изучали эти дела, дали конкретные указания о производстве конкретных следственных действий, что необходимо делать. Все абсолютно дела в отношении, что касается дольщиков, были окончены производством, все направлены в суд, и все уголовные дела получили свое решение. Это, то есть, обвинительные приговоры с реальным лишением свободы. В настоящий день мы смотрим, то есть, в том числе благодаря этому, то есть те организации, которые строили, не достроили, практически все признаны, и сейчас в результате органами государственной власти и мер фактически все дома, которые у нас раньше были как так называемые проблемы недостроями, да, фактически во всех случаях сейчас либо принимается мера о достройке, либо гражданам, которые вложили туда денежные средства, принимаются решения о возмещении каких-то денежных средств. То есть права граждан восстанавливаются. И у нас с каждым месяцем на территории города Якутска количество обманутых дольщиков уменьшается, количество проблемных объектов также уменьшается. Эта работа будет продолжена, пока у нас в городе Якутске не будет ни одного обманутого дольщика, ни одного проблемного объекта. А я в этом уверен. Ну, это, наверное, дела Битяя, как там дела по Американову. Вот. Это, про Американова не знаю, то есть это не мой надзор, уголовное дело там расследуется следственной части МВД Республики, и надзор осуществляет прокуратура Республики. А так, да, это Битяй, все правильно вы говорите, это и Семир, это и Монолитстрой, ну, все, абсолютно все, которые ранее были у нас на слуху, они все закончены. Ну и уже совсем, если говорить к свежим, да, таким, опять же, все мы знаем, слышим, то есть в средствах массовой информации об этом говорится, это проблемный дом по Калице 18, строймонтаж 2020, застройщик является. Для сведения просто скажу о том, что по результатам проверки прокуратуры города Якутска в пятницу прошлую мною принято решение о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя данной коммерческой организации по факту злоупотребления своими полномочиями как руководителя коммерческой организации. Хотели спросить, вот по Короленко 25 с вашей инициативы как бы дело сдвинулось, или как это все произошло? Я могу здесь не отметить, наша инициатива, конечно, тоже была определенная. То есть, ну, я не могу не отметить в том числе правильную и конструктивную позицию окружной администрации в этом вопросе. Действительно, то есть с самого начала, когда еще в летний период, весенний период времени мы обсуждали эти вопросы, и было принято обоюдное такое решение, что хоть там есть определенные проблемы, но граждане, которые проживают в этом доме на Короленко 25, страдать не должны. Они и так уже достаточно долго и проблемно, то есть уже не один год страдают, да. Пора эти проблемы как бы заканчивать. Ну, вот приняли решение такое, что сделать все, оказать содействие во всем, чтобы разрешение на ввод в эксплуатацию данного дома было получено. Ну, благо мы этого добились. Я честно скажу, я первый раз вижу, чтобы прокуратура, да, появлялась на улицах города и совместно с мэрией, даже на проверках дорогах. Это вообще как бы чья инициатива? Или я даже не знаю, как это сказать. Это вы? Ну, во-первых, это, конечно, инициатива моя, но руководство Генеральной прокуратуры, руководство прокуратуры республики ориентирует нас на то, что прокурор должен знать, что у него происходит на территории. А сидя в кабинете это невозможно сделать. Поэтому необходимо ехать, смотреть и самому знать, что у нас происходит. Поэтому я и принял такое решение. Вы выезжали, да, какова картина вот там, где вы побывали, что вы можете по этому сказать? Я знаю, что вы были в Мархе, вы проверяли качество строительства дорог, да? Могу так сказать о том, что мы проверяли предварительные итоги работы, то есть все контракты, которые по национальному проекту дороги, который у нас строится, который фактически мы проверяли, срок исполнения по всем контрактам 31 октября 2020 года.
То есть сроки еще для работ каких-либо имеется. Я, конечно же, в том числе смотрел по тем подрядчикам, по которым мы ранее выявляли нарушения в виде несвоевременности производства работ, мы им объявляли предостережение о недопустимости нарушений закона. Это еще в самом начале, когда начиналось только строительство. И я фактически проверял в том числе, как этими подрядчиками выполнены были те требования, которые были изложены в предостережении прокурора. То есть своевременность, полнота и качество производимых работ. Вопросы у меня, конечно, возникли только из тех, что я проверил, да, возникли только по своевременности по одному застройщику. Это ООО СТК «Аллас». То есть было у него проблемы именно со своевременностью облагораживания, так можно сказать, плюс пешеходные дорожки. То есть мы видим все, что на Петровского происходит, да, то есть там нету, где людям ходить, песок, грязь. Мы видим, что на Орджоникидзе происходит, это тот же самый один и тот же застройщик. То есть вот здесь мне возникли вопросы, то есть я дал определенные указания. Мы, конечно же, в ближайшее время его работу в данном направлении оценим уже в том числе другим способом, а не просто изучением того, что было сделано. Остальным в целом у меня вопросов не возникло, работа проводится в соответствии с установленными графиками. То есть те застройщики, подрядчики, которые ранее отставали от этих графиков, догнали, некоторые даже перегнали эти графики, еще идут с опережением времени. Поэтому по большинству объектов дорог у меня волнение в том, что их несвоевременно закончат, у меня нет. Более того, у меня нет в том числе вопросов и по качеству. Почему? Потому что в начале летнего период времени окружной администрацией заключены муниципальные контракты на осуществление строительного контроля. То есть строительный контроль вот этих работ осуществляется независимыми организациями. То есть нету там аффилированности или еще чего-то. То есть имеется реальная и правдивая картина всего, как строят и что у нас есть. Вот в Мархе там почему так было много жителей? Ранее, то есть прокуратурой города, то есть в том числе это по информации средств массовой информации, проводилась проверка о деятельности асфальтобетонного завода, который прям непосредственно прилегает к жилой зоне в Мархе. То есть мы проводили проверку, приняли предварительные меры, то есть а граждане дальше, то есть они ожидали того, что после того, как принят меры, она просто перестанет работать, да, сразу мгновенно. Ну да. То есть мне пришлось, да, почему я принял решение выехать в Марфу, побеседовать с гражданами, мне пришлось объяснить о том, что у нас в нашей стране ничего не делается мгновенно. То есть есть определенный порядок, который установлен законодательством. То есть на меры прокурорского реагирования руководитель конкретного юридического лица, если мы, например, внесли представление, да, есть определенный месячный срок, в течение которого он обязан принять конкретные меры по устранению нарушений закона, то есть и дать нам письменный ответ. А здесь фактически требовалось, то есть через неделю, после того, как только приняли меры, я гражданам просто доложил результаты нашей проверки, о том, что проверка, в том числе устранение нарушений, продолжается. И я думаю, в ближайшее время, то есть буквально вот скоро очень, более подробные результаты мы опубликуем. И я уверен, что эти результаты, наши результаты последней проверки, жители Мархи полностью устроят. От каких преступлений чаще всего в Якутске страдают дети? Здесь основной вид преступления, где у нас дети являются потерпевшими по уголовному делу, да, это 157-е, это, то есть, несвоевременная выплата алиментов, это 156-е, то есть 156-я статья Уголовного кодекса, то есть это ненадлежащее воспитание, да,
То есть тяжких каких-либо преступлений в отношении детей совершаются в единичных случаях. То есть основная масса это вот такие, которые я назвал, это, а именно тяжкие, ну, совершается, конечно, преступление в отношении них, в том числе полового характера, но эта цифра незначительна, так могу сказать. И побои тоже, да? Да, она тоже, их очень мало. Побои в том числе, это вот если у родителей бывает, то есть я про это 156-ю статью сказал, ненадлежащее воспитание, вот как раз, когда родители бьют детей, вот это как раз это и есть статья. А вот обращаются ли вот как бы граждане к тем, то, что они не могут устроить детей в школы или в детские сады? В последнее время у нас наблюдается рост таких обращений, как по школе, так и по детским садам. То есть во всех случаях мы проводим полноценную проверку. Во всех случаях мы даем оценку как действиям, так и бездействию, как образовательным учреждениям, так и управлению образования городской администрации. И достаточно часто мы устанавливаем то, что отказывают в обустройстве детей как в образовательном учреждении незаконно. То есть это очень часто бывает, да, действительно есть такое. Как можно восстановить-то? Права восстанавливают или... Восстанавливать. Ну, здесь надо проблему смотреть вширь. В чем эта проблема? То есть у нас проблема в том, что на территории города Якутска просто не хватает реально мест, чтобы обустроить всех детей. Наш город Якутск растет с каждым годом. Мы видим по статистике о том, что население каждый год прибывает, в том числе дети. То есть на территории города Якутска по официальным последним данным проживает более 85 тысяч детей. Вообще несовершеннолетних, да, 85 тысяч. То есть это фактически 1/3 от общего количества, ну, чуть меньше 1/3, да, 1/4 часть от общего количества проживающих в столице республики. Но детские сады с такими же темпами и школы с такими же темпами, как прибывает население, у нас не строятся. То есть мы знаем, что, да, мы видим, что в год 1-2 образовательных учреждений, 3 вводятся. Ну, и этого недостаточно. Хотя у нас строится целыми микрорайонами сейчас, да, город расширяется. Детей много, но не хватает. Вот эта проблема в том, что сейчас, благо, в рамках национального проекта, в том числе образования, в том числе поступают федеральные деньги на приобретение образовательных помещений для образовательных помещений, для строительства. То есть кто-то из застройщиков при строительстве, при развитии территории строит эти же образовательные учреждения. То есть какие-то в настоящий момент движения есть. То есть последние, можно сказать, 2 года они даже идут очень хорошо, в хорошем темпе. Но потребность в настоящий момент как по дошкольным местам, так и по школьным местам очень большая, то есть не 1000 человек, то есть мест надо необходимо сделать. Обязанность обучать детей, обязанность, чтобы дети наши получили образование, она есть. И в любом случае мы будем добиваться того, чтобы эта обязанность управления образованием выполнялась всегда. Каким способом? Это уже второй разговор. Много ли уголовных преступлений, нарушающих федеральное законодательство о конкуренции и монополии? Хотели узнать. Хотелось бы сразу отметить, что вот именно по этому составу преступлений, да, практика даже по всей России, их незначительное количество, то есть оно даже... Этих дел там, может быть, 1-2 десятка максимум на всю Россию. То есть в настоящий момент в производстве правоохранительных органов города Якутска находится одно уголовное дело в данной сфере по факту создания картельного сговора при осуществлении закупок, государственных закупок. Данное уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры города. Это, насколько я
закупки осуществлялись в ГКУ «Центр СПИД». Оно в производстве находится, и как бы в ближайшее время постараемся мы его все-таки закончить и принять уже законное обоснованное решение окончательное. Вообще, вот у нас же был в свое время принят кодекс об административных правонарушениях Якутии, да, там, конечно, много общего с российским КоАПом, да, но вот есть некоторые моменты, ну вот, например, бытовой вопрос такой, наверное, который волнует каждого горожанина, да. У нас вроде и в российском, и в нашем есть там, что, допустим, каждый день есть тихий час, да, с часу до 3, да, с 13 до 15. Есть какие-то вот параметры времени, когда соседи не должны шуметь, допустим, да, ремонтные работы. Вот у нас вообще этот КоАП якутский свой, он работает или у нас больше все-таки мы ориентируемся на федеральный? То есть вообще он нужен нам или нет? Этот КоАП Якутии? Да, нет, он работает. У нас есть специальный орган, который является главным правоприменителем Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия. То есть это административная комиссия окружной администрации города Якутска. Вот за 9 месяцев 2020 года административная комиссия окружной администрации в них поступило, они рассматривают эти протоколы, да, то есть 1323 материала. То есть больше 1300 материалов именно по кодексу Республики Саха-Якутия, да. Вот сейчас уже рассмотрено из этих тысяч, там тысяча, чуть больше 1000. То есть именно наложено там по кодексу именно Республики Саха-Якутия наложено административных штрафов на сумму более 4 миллионов рублей, которые впоследствии взыскиваются в местный бюджет. То есть, так что можно сказать точно, кодекс действует, работает. Мы уже заговорили. Мы сейчас плавно переходим в одно из самых серьезных направлений, где, кстати, очень много нарушений. Это жилищно-коммунальное хозяйство. И вот первый же вопрос, вот этот коллапс с мусором, да, он случился в городе, да. Сейчас как бы ситуация выпрямляется. И вот в этом отношении прокуратура города Якутска какие-то, так скажем, методы реагирования уже принимает по отношению невыполнения определенных обязательств. Сейчас надо немножко объяснить, что и как, и что и чем занимается, и зачем надзирает прокуратура, именно городская прокуратура. Потому что в данном вопросе, то есть что касается вывоза мусора, да, полномочия были прокуратуры республики перераспределены. То есть надзор в данном направлении осуществляется как прокуратурой города Якутска, так и Якутской природоохранной прокуратурой. То есть вывозкой мусора, твердых бытовых, именно ТБО, да, на территории города осуществляется региональным оператором. Это ООО «Якутская Кассетик» в полном объеме 100%. То есть надзор за деятельностью ООО «Якутская Кассетик» осуществляется полностью Якутским межрайонным природоохранным прокурором. То есть как вывозится мусор, там своевременный, я здесь этот надзор не осуществляю. Это исключительная компетенция Якутского природоохранного прокурора. Второй вопрос в этой взаимодействии – это обязанности окружной администрации. То есть это та именно самая работа, где прокурор осуществляет надзор. То есть на окружную администрацию возложена обязанность по установлению санитарных точек сбора этих ТБО. То есть правильности. И в данном направлении, то есть если в том числе в начале самого, когда мы начали реализовывать эту реформу мусорную, у нас были проблемы с этими точками сбора, да, был вопрос соответствия их санитарным нормам, требованиям, которые предусматриваются. То сейчас эти проблемы решаются, и если мы ранее принимали какие-то меры реагирования в окружной администрации, в том числе вносили представления, то сейчас я таких оснований не вижу уже. Получается, управляющие компании и сфера капремонта тоже распределяются, да, вашим надзором? Имеется в виду между... Нет, что касается управления по капремонту, то есть здесь понятно, есть специальные, во-первых, органы, да, которые осуществляют контроль за их деятельностью. То есть органы прокуратуры при осуществлении надзора не подменяют иные контролирующие органы. То есть, но при определенных обстоятельствах, вот с фондом капитального ремонта Республики Саха-Якутия мы ведем непосредственную деятельность, осуществляем проверки
Не так давно, например, прокуратура города Якутска в интересах неопределенного круга лиц жителей города Якутска обратилась с исковым заявлением в Якутский городской суд с понуждением фонда капитального ремонта провести капитальный ремонт нескольких домов. Ждем решения. То есть можно обратиться к вам, и там, по крайней мере, получим ответ, да? Есть определенные проблемы не только с заключением контрактов с подрядчиками, да, у них, есть определенные проблемы по выполнению работ по заключенным этим контрактам. В чем выражается? Я и хочу, чтобы, например, люди, граждане об этом знали, да, то есть подрядчик не может выполнить работы по капитальному ремонту, например, по ремонту системы отопления, да, потому что граждане, сами граждане, жители дома, не пускают подрядчика в квартиру в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. И И он какой не же, имеет возможности провести работу. а какой же выход И нам? таких, ну, надо, чтобы граждане пропустили подрядчиков. Хотя эти же граждане сами же на общем собрании решили сделать капитальный ремонт своего дома, и они же сами противодействуют фактически производству этих работ. То есть здесь вины нет ни подрядчика, ни фонда капитального ремонта. Правильно? А потом возникает вопрос, а почему не сделали работы, то есть, а почему и так далее. Хотя сами граждане противодействуют этому. А вот по управляющей компании, может, нам скажете, у вас какие-то дела есть? Да, то есть по управляющим тоже последнее время участилось количество обращений, увеличилось прям количество обращений, связанных с фальсификацией общих протоколов общих собраний. По моей информации, в настоящий момент уже возбуждено 17 уголовных дел по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть это подделка официальных документов, именно по этим фактам. Кроме этого, в последнее время ряд управляющих компаний, то есть проверки нашей прокуратуры города показали о том, что ряд управляющих компаний денежные средства, которые поступают от граждан в качестве платежей за коммунальные услуги, по своему целевому и правильному назначению, то есть не направляет, а тратит на свои цели. То есть также по материалам проверки прокуратуры города Якутска в отношении руководителей двух управляющих компаний уже возбуждены уголовные дела по статье 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как у вас дела обстоят за надзором? Это меня жители деревянных домов просят, да, провести. Дело в том, что недавно погиб там человек. И здесь вопрос возник по проверке, были заключены контракты по пожарным сигнализациям. Здесь надзор проводит в этом направлении прокуратура города, или это все-таки другие совсем надзорные органы? Надзор пожарной безопасности. У нас есть отдел надзорной деятельности, да, по городу Якутску, который осуществляет непосредственный пожарный надзор, да, надзор за исполнением законодательства о пожарной безопасности. То есть они проводят свои как плановые, внеплановые проверки, выдают предписания, то есть контролируют их исполнение. В данном случае мы, конечно же, ну, не во всех случаях, но довольно-таки часто по обращениям граждан, если поступают какие-либо обращения граждан, мы тоже проверки проводим свои, принимаем меры реагирования. Если говорить совсем уже так про деревянный фонд жилищный, да, у нас достаточно этот деревянный фонд на территории города обширен. То есть в настоящий момент у нас более 8 тысяч домов деревянных на территории города Якутска. И мы, конечно же, анализировали ситуацию, связанную, почему у нас там иногда бывают пожары, из-за чего, причины, то есть как, может быть, отреагировать на это. То есть установили, посмотрели о том, что чаще всего к пожарам приводит неисправная электропроводка, то есть поврежденные розетки внутри квартир, какие-то самодельные обогреватели, часто очень было это. Ну и неосторожное обращение с огнем, сигареты, бычки, окурки. Здорово работаете, плотно с Якутской городской думой, да, по принятию определенных решений. У нас с ними заключено соглашение. То есть мы осуществляем до каждого заседания городской думы, то есть органы прокуратуры
проводит проверку проектов нормативно-правовых актов, которые принимаются нашей городской думой. То есть не просто проверку на соответствие там, с законодательством, мы в том числе проводим свою антикоррупционную экспертизу этих проектов правовых актов. В случае выявления нарушений федерального законодательства, то есть несоответствия какие-то, то есть мы вносим свои замечания. То есть за последнее время, вот я 2 года нахожусь на должности, да, практически прокурора города Якутска, и таких случаев о том, что городская дума принимала нормативно-правовые акты вопреки заключению прокурора, такого не было. То есть городская дума всегда конструктивно, правильно и объективно и своевременно реагирует на все замечания, которые мы предоставляем. Ну и могу более того сказать о том, что эти замечания довольно-таки редки. То есть обычно, то есть нормативно-правовые акты, проекты нормативные правовые акты уже поступают в прокуратуру с достаточно качественные, то есть так могу сказать, с правильной юридической формулировками, то есть соблюдение всех требований законодательства. Ну, поэтому в данном случае мы участвуем в том числе не только, если, например, в заседаниях городской думы, во всех заседаниях стараюсь принять участие лично я, то есть когда у меня отсутствует лицо, которое исполняет мои обязанности, да, то мы еще довольно-таки часто принимаем участие и в комиссиях, это, то есть обсуждение как раз этих проектов нормативно-правовых актов. И у нас очень конструктивная работа с городской думой, я им за это очень благодарен. Да, если вы как дадите стороннюю оценку профилактической работе, которая проводится столичной полицией, да, это один вопрос. Как у нас, считаете, работает закон федеральный о СМИ? Вот, если, допустим, СМИ или любое издание, хоть государственное, негосударственное, именно средства массовой информации направляет, допустим, запрос в орган власти, да, там есть свои сроки и так далее, но вдруг, если нет ответа, то это СМИ, права которого нарушено, оно может обращаться к вам или нет? То есть мы можем оценивать работу как по тому, этому профилактику, то есть по состоянию преступности на территории нашего города, да. Если у нас преступность растет, увеличивается совершение тяжких, особо тяжких преступлений, то тогда мы можем говорить о том, что профилактическая работа проводится ненадлежащим образом. Но с учетом того, что у нас стабильно с начала года снижение состояния преступности, то есть снижение количества преступлений, совершаемых преступлений, да, то есть снижение регистрации с этих преступлений. То есть я могу сказать, что работа по профилактике преступности проводится достаточно эффективно. Но хочется, конечно же, все-таки всегда мы стремимся к лучшему, то есть мы всегда стремимся, чтобы сделать еще лучше. Ну, я надеюсь, что мы еще больше усилим эту работу. В настоящий момент мы даже стали, помимо полиции, то есть мы совместные проводим мероприятия с полицией. То есть мы проводим совместные мероприятия по разъяснению законодательства, то есть о недопущении каких-то совершений преступлений совместно. То есть мы совместно с органами полиции в настоящий момент придумываем ролики социальные, то есть по борьбе с преступностью. То есть, помимо этого, у полиции есть свой план профилактической работы, то есть прокуратура города, я могу сказать, ежеквартально осуществляет проверки исполнения законодательства о профилактике преступности на территории города. Это не только, конечно, в деятельности полиции, но и в других органах. То есть мы даем всегда, если что-то не делается, мы всегда даем этому принципиальную оценку. Но в настоящий момент, вот на сегодняшний момент, работа проводится достаточно хорошо со стороны сотрудников полиции по профилактике преступности. Что касается невыполнения федерального закона о средствах массовой информации, могу даже сказать, что такие уже обращения были. И я полагаю, что все-таки в данном случае прокуратура одна из немногих органов, которая средства массовой информации в данном вопросе может помочь.
Владислав Владимирович, скажите, пожалуйста, вот в рамках, может быть, тоже, ну, разъяснительной работы для жителей, да, города и республики, потому что наши издания не республиканские, все равно смотрят и жители республики будут смотреть, читать. Вообще, вот какие последние или прежние изменения в Уголовном кодексе и в УПК, да, может быть, были в прошлом году или в этом году, или намечаются, на которые вы хотели бы обратить внимание граждан, чтобы они знали для вот того, чтобы не допустить нарушения, может быть, своих прав или в целом для общего, как бы, кругозора? Да, есть такие, между прочим, изменения, которые были в том числе в этом году, на которые, я думаю, считаю, необходимо постоянно обращать внимание, потому что они касаются всех. Первый момент – это изменение в статью 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть этой статьей предусмотрена уголовная ответственность, установлена уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством лицом в состоянии алкогольного опьянения. Либо лица, то есть, который ранее привлекался к ответственности, то есть за отказ от этого освидетельствования, да. То есть граждане не понимают, то есть иногда их, то есть у нас очень мы видим в последнее время, что количество лиц, которые поймали сотрудники ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, постоянно растет. То есть повторное, если вас остановят, это закончится все уголовным делом. То есть по этому уголовному делу, то есть на пустом месте фактически можно сломать себе половину жизни. Поэтому лучше подумайте несколько раз, прежде чем вот садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Дальше. С учетом, обязательно хотел бы отметить того, что внесены изменения в статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это нарушение санитарных норм, да, которые повлекли за собой, раньше звучало так, что это влекет за собой там массовое заболевание или так далее. Сейчас внесены изменения, и по этой статье в том числе привлекаются лица к уголовной ответственности только за создание угрозы массового заражения или инфицирования. Это вот как раз именно те статья, то есть по которой привлекли ряд руководителей организации к уголовной ответственности именно за создание угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. То есть не могу сказать, что с учетом этих изменений не так давно состоялся первый приговор в городе Якутске. Сотрудник больницы осужден в виде штрафа. То есть каких-либо последствий здесь не было, то есть ни одного заболевшего, просто это как раз вот именно создание угрозы. А если все-таки заболевание произойдет, да, какое-то, и создается массовость, то есть это заболевание, то там уже лишение свободы, максимальный срок от 5 до 7 лет лишения свободы. То есть вот в этом-то и разница. То есть если просто угроза и есть какие-то последствия, то есть абсолютно разные наказания. Чем штрафом, во втором случае это будет лишение свободы. Кроме этого, уголовный кодекс в данном случае, то есть пошел опять же с эпидемией связано, да, был дополнен статьей 207 прим. 1, которая установила ответственность, уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. В частности, о чрезвычайных ситуациях, связанных с эпидемией ковидной, да, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территории. То есть пока в настоящий момент практики с начала года по этой статье нет. Но призываю всех очень внимательно смотреть то, что вы пишете в интернете, какие даете информацию граждан, да, потому что любая недостоверная информация может вот таким способом привести к уголовной ответственности. Что вы сейчас сказали, вот по фейковой, да, относительно эпидемии, это касается только средств массовой информации или вот интернет-изданий, или вот этих мессенджеров тоже?
То же самое касается, то есть нам законодатель в том числе разъяснил, что под публичным, то есть, видите, ответственность наступает за публичное распространение этой информации, да? А под публичным распространением понимается в том числе распространение информации в социальных сетях с использованием иных интернет-ресурсов и приложений, таких как WhatsApp, Telegram, Instagram. Может быть, вы нам все-таки напоследок скажете, какова правильное обращение граждан в прокуратуру города Якутска в условиях пандемии? В условиях пандемии, но если сперва были у нас какие-то ограничения ранее, там, в начале года, да, то есть мы учились только жить с этой пандемией, то в настоящий момент у нас каких-либо ограничений нет. То есть я предлагаю, то есть можно, если все-таки граждане, мы осуществляем прием ежедневно с учетом санитарных норм и требований, то есть в обязательном порядке это маска, это перчатки, социальное дистанцирование. Мы готовы граждан принимать то есть без ограничений каждый день. Это если что касается личного приема, да. Что касается обращений, то есть я предлагаю гражданам, вы можете обратиться через сайт прокуратуры, Генеральной прокуратуры, там есть ссылка «Письменное обращение», то есть указать регион как город Якутск, и то есть к нам поступит, это через сайт прокуратуры республики, да, к нам поступит ваше обращение. Второй способ – это можно напрямую направить обращение на электронную почту прокуратуры города Якутска. Она, конечно, и есть в интернете, но для всех скажу: prok_Якутск@saha.ru. Вот на эту почту можно обратиться. Кроме этого, в прокуратуре города Якутска мы для удобства граждан по договоренности с Росгвардией на первом этаже поставили ящики для обращений граждан, то есть можно туда положить ящик для обращения граждан. Могу вас всех уверить о том, что выемка корреспонденции обращений с ящика для обращений происходит каждый день, комиссией, причем комиссионно в течение количества 3 человек каждое утро. То есть в 9 часов утра с начала рабочего дня осуществляется выемка всех обращений и жалоб, которые находятся в ящике. То есть вот такими способами можно обратиться. Ну, сейчас, более того, кроме того, я сейчас пытаюсь попробовать, ну, пока только я, в мой приемный день в четверг, я попробую все-таки организовать прием граждан с использованием информационных технологий, да, то есть я также попробую осуществлять прием граждан с использованием Zoom, Инстаграма, еще либо каких-либо программ. Сейчас я это обдумываю, то есть организовываю. Ну, хочу, чтобы все-таки это получилось, посмотрим. Надеюсь, получится. Я предлагаю закончить нашу видеоконференцию. Владислав Владимирович, большое спасибо вам. Спасибо вам. Давайте ежемесячно обсуждать проблемы города Якутска и пути их решения. Я согласен, и я, наоборот, только за.